На заседании эксперт-юрист Сания Токтогазиева отметила, что у 6-го созыва нет ни морального, ни политического, ни конституционного права инициировать референдум и проводить конституционную реформу. Срок полномочий Жогорку Кеңеша истек. Не был создан механизм конституционного совещания, который тоже является нормальной практикой во всех демократических странах. Проект Конституции содержит в себе предложения, несовместимые с общепризнанными или принятыми демократическими принципами, а также ряд серьезных коллизий и противоречий. Во-первых, вводится цензура, а свобода слова является основной ценностью для Кыргызстана. Во-вторых, значительно увеличен потенциал к усилению авторитаризма. Депутат Дастан Бекешев призвал выступать против новых поправок и вступить в группы за агитацию против них. А журналисты и блогеры не должны заниматься агитацией ни за какие деньги. Потому что потом будет поздно. Все будем хлопать в ладоши, будем хвалить, критиковать не будем. Будем все стараться пропихиваться в народный курултай, подмазываться. На самом деле этим и закончится. Поэтому я не хотел бы жить вот в такой стране, и я буду делать все то, что от меня лично зависит, чтобы этого не произошло. Рахмат. Бывший вице-спикер парламента Кубанычбек Исабеков призвал Жогорку Кеңеш к самороспуску, что функции депутатов принимать законы, но нигде нет нормы о том, что они могут приостанавливать действие некоторых законов. Конечно, вот тоже я был депутатом, я знаю, что функции Жогорку Кеңеш это принимать законы, изменения, дополнения и так далее. Но нигде нету ни одной статьи, что приостанавливает действие некоторых законов, некоторые пункты. Ну, приняли такое решение, все понятно, да? Но в то же время, для чего Конституция сейчас предлагается? Президент хочет стать суперпрезидентом, главой государства, который не будет отчитываться перед Жогорку Кеңешем. Вообще вопрос появляется, нужен ли Жогорку Кеңеш, который будет утверждать бюджет и не может спросить даже у правительства, как исполняется бюджетное законодательство. Сейчас, я считаю, не было вообще необходимости. Те, которые предлагают Садыру Джапарову, они медвежью услугу оказали. Сейчас физически нету, даже по календарю. Никак вы этот Жогорку Кеңеш не успеете принять. В течение месяца, если будет обсуждение, когда вы это сделаете? Экс-депутат Жогорку Кеңеша Исхак Масалиев отметил, что он является сторонником президентской формы правления. Основой для сегодняшних нарушений явилось продление полномочий парламента. Я вынужден констатировать, что подобная форма у нас очень опасна, потому что кыргызы научились выгонять президентов. И мы уподобляемся Южной Корее, где все, без исключения президента, привлечены к уголовной ответственности. У нас проще, мы не привлекаем к уголовной ответственности, просто выгоняем. Пришли 3 человека в кабинет, сказали, уходи. Сен söz бербедиң беле? Но это, наверное, неправильно. Аргументация должна быть. Поэтому я полностью поддерживаю обращение, считаю, что попытка депутатов протащить данный закон, она, как говорится, не имеет никаких оснований. И такое творчество не красит депутатов парламента. Между тем, Садыр Джапаров в инстаграм-странице написал, что готов раскрыть истинное лицо главного противника новой редакции Конституции. Хочу ответить тем подлым дуракам, которые говорят, что проект основного закона нужен только Садыру Джапарову, что он пытается установить диктатуру. Этот проект предлагается с 2011 года Курултаем и народом. Мы только дополнили некоторые ошибки и предложили на общественное обсуждение. Это закон не ради защиты интересов одного человека. Я в понедельник раскрою истинное лицо главного противника Конституции. Отметим, 22 октября Жогорку Кеңеш принял законопроект, которым приостанавливается действие статей 38 и 63 Конституционного закона о выборах президента Кыргызской республики и депутатов Жогорку Кеңеша. И повторные, либо новые выборы депутатов Жогорку Кеңеша, согласно предложенным нормам, состоятся после проведения конституционной реформы, но не позднее 1 июня 2021 года. Проект новой Конституции и законопроект о назначении референдума на 10 января 2021 года опубликованы на сайте Жогорку Кеңеша. 17 ноября 80 депутатов стали инициаторами. После общественного обсуждения через месяц законопроект будет внесен в Жогорку Кеңеш. Азамат Кенжешев, Халыс Акибаев, Нью ТВ.